Добрый день, дорогие подписчики. С вами опять Ирина Солнышко. Я шла по Малой Ордынке и хотела перекусить. И зашла, рядышком находится кафе. Теперь я отпробую вашу национальную кухню. И это станет нашей традицией. Привет, друзья! Я нашла, куда я обязательно сейчас зайду, чтобы перекусить вашего национального колорита. Мне мало ваших песен, теперь я хочу познакомиться с вашими блюдами. Приходите! Малая Ордынка, 62. Как хорошо! Здравствуйте, дорогие подписчики! Такое камерное, милое кафе и очень красивая коллекция в вашем колорите, ваши узоры, символы вашего флага, меню. Все, будем кушать национальные блюда. Дорогие подписчики, желайте мне приятного аппетита, а я вам расскажу, что я закажу. До встречи! Ирина Солнышко! Какой чай мне очень нравится, самый позитивный, такой узор. Ну это сказать, просто волшебно. Как приятно, когда ты заходишь и видишь работу офиса, красивая, национальная. Но очень меня привлекает чеканка. У меня папа занимается этим. И вот эти кувшины старинные, как будто я попала в сказку «Волшебная лампа Аладдина». И это как раз ваши кувшины. Замечательно. И вот здесь какая-то символика. Вот это украшение сделано из ткани, как делаются ваши колпаки. Ваши колпаки делаются из меха для богатых людей, а для средних делается вот из этой вот ткани. И мне она очень нравится. Узоры, они тоже определенные символы. Здесь кармашки. Очень мило. Добрый день, дорогие подписчики. С вами опять Ирина Солнышко. Я шла по Малой Ордынке и хотела перекусить. И зашла, рядышком находится кафе. Теперь я отпробую вашу национальную кухню. И это станет нашей традицией. И я буду вашу пробовать и что-то буду свое показывать. И мы будем так сближаться нашими народами. Сейчас я пью чай, но я сказала себе, Гош Ярмак и Максим Фуро. Приятного аппетита и мне, и вам. Когда мне принесут, я скажу свое мнение, насколько вкуснее ваше блюдо. А я знаю, я уже была у вас, я пробовала много вещей. И обязательно желаю вам тоже сейчас ответить, что я. До встречи через некоторое время. Дорогие подписчики, мне принесли уже все ваши национальные блюда. Я сейчас буду их пробовать. Вот. Но мне хочется сразу сказать, что ребята, которые обслуживают это кафе, они все молодые, красивые и говорят на русском языке. Я у них спросила, они говорят, это наш второй язык. Низкий вам поклон. Я нахожусь в Москве, я слышу вашу речь, и мне приятно, что в кафе я спокойно могу разговаривать на русском языке. Сейчас я хочу попробовать Максим Орлаш. Это напиток, который сделан из Максим Шуро станом. Что-то там я знаю, вы знаете. Вот. И мне сначала хочется на запах ощутить, что-то здесь есть молочное, что-то есть от дрожжей. Вот. Я желаю себе приятного аппетита, а вас, дорогие подписчики, прошу подсказать, как на кыргызском языке будет приятного аппетита. Мои постоянные подписчики ждут перевода и правильного произношения. Будьте здоровы!
Ой, какое чудо! Солененькое, приятное. В жару это, наверное, бы утолило жажду. Чудо. Чувствую тан. Очень хорошо. Замечательно, восхитительно. Принесли целый литр, выпей обязательно. А теперь вот это вот беш-бармак. Очень вкусное блюдо, прямо я тоже сначала все онюхиваю и вижу. Во-первых, по волшебному сделаны макарошки. Они плоские, прокатанные. Наверное, хозяйки прокатывают их. Очень аппетитные кусочки мяса. И вижу лук, нарезанный кольцами. Чудесный красный лук. Очень вкусный. И он даже, наверное, сладковатый. С вашего разрешения я попробую. Вот. Порадуйтесь за меня. Ну вот, приборы блестящие. И я сейчас обязательно утащу кусочек мяса. Очень приятное, нежное, тает во рту. Вот теперь вот эти вот плоские волшебные макарошки. Ой, они длинненькие, как наши спагетти. Вы знаете, очень вкусно. У нас по-русски это называется макароны по-флотски. Но вот ваше мясо, я не знаю, из чего делают его. Вот, у нас, наверное, из телятины или из говядины. Подскажите, из чего делают беш-бармак? Какое сюда мясо? А теперь вот этот напиток Максим Шоро. Он без добавления молока. Тоже есть что-то от дрожжей. Немножечко спала пена, когда мне наливали, пена было побольше. А он даже еще вкуснее, без добавления тана. Мне он больше нравится. Очень легкий, прохладный. Прям с удовольствием и аппетит вызывает. У нас обычно это томатный сок из помидор. Вот. Но, честно признаюсь, когда я была у вас, мне очень нравились ваши лепешки. Я видела, как их готовили в круглых печах. Так вот раз специально налепляли сверху, снизу. И вот это вкуснятинки. Я лепешечки сейчас обязательно отломлю и закушаю один из своих напитков. Приятного аппетита и не забудьте мне сказать, как это будет по-киргизски. Через несколько минут встретимся, когда я распробую, и я попробую отгадать, какие еще сюда входят компоненты. Спасибо, дорогие подписчики. Вот и опять я вернулась к вам, и мне очень понравился беш-бармак. И кажется, из всех мяс, которые я пробовала, это я не пробовала. Я думаю, что это конина. Но вы мне подскажите, что туда входит. Причем она оказалась очень нежная, мягкая, своеобразная, как будто бы сладенькая, или это так приготовили. Вот. Но я очень сыта. То есть этой тарелочки хватает надолго. Но так как вы кочевники, то, скорее всего, это и есть, наверное, мясо конины. Вот. Сейчас я заказала новое блюдо. Фурут. Вот подскажите, пожалуйста, я его со всех сторон облизываю, такой волшебный соленый шарик. А вот он из чего сделан, ну, судя по цвету, беленькое, может быть, это что-то молочное. Ну, подскажите тоже, как он готовится, потому что иногда хочется утолить жажду или поесть что-то солененькое, и у вас это очень приятная штучка. Ее не укусишь, но облизывать ее безумно приятно. Вот. Я еще налила свечку, и опять ваши национальные узоры. Посмотрите, какой у меня красивый чайничек. И я легко его поднимаю, добавляю вкусный чай. Как меня учили полный ее наливать, чтобы чаще за тобой ухаживали, проявляли внимание. Вот я все вспоминаю это. И вообще хочу вам сказать, безумно уютно в этом кафе. Играет национальная музыка. Очень тихо. Сегодня пятница, и весь зал занят.
Оказывается, здесь просто аншлаг, как в театре. Банкеты, встречи. Ну и я тоже ваш представитель. Не забудьте ответить мне, как по-вашему приятного аппетита, из чего делается фрукт. Напитки мне очень понравились, и чалап, который у нас называется он тан, или более такое общее название. Я просто рада. Я ближе и ближе сближаюсь с вашим народом. Ирина Солнышко, до новых встреч в эфире. Спасибо, друзья. Здравствуйте, меня зовут Бегемай. Я работаю в кафе при посольстве Киргизии. К нам сегодня в гости зашла Ирина Солнышко. Ей очень понравились наши национальные блюда. Она выбрала бешбармак, махсум шалот. Она похвалила нас, и мы ее рады видеть, ждем ее снова. Здравствуйте, меня зовут Арген. Вот сегодня пришла в гости нам Ирина Солнышко. Мы принесли национальное блюдо бешбармак и напиток махсым. Ей все понравилось. Желаю ей удачи и еще прийти к нам в гости. Ну вот, мои дорогие подписчики, я выхожу из кафе и всем рекомендую. Кафе на Артынке. Очень уютное, тихое, безумно красивое, многонационального колорита, хлыст для лошадей, различные картины. А на потолке я вообще была удивлена, там символ вашего флага. Я так понимаю, что это какое-то такое покрытие вашей юрты. Скажите мне, как это называется именно по-киргизски? Я вам буду очень благодарна. Очень сытно. Видите, я даже раскраснелась. Настолько вот вкусно и необычно все было. Я сыта и могу дальше заниматься другими делами. Я желаю благополучия всем вашим семьям. И я тоже полетела к семье. До встречи, Ирина Солнышко. Следующая встреча будет у меня дома, и я вам приготовлю свое семейное блюдо. Целую вас. Пишите, жду ответа. Спасибо.